И моим первым побуждением было чуть ли не блевать. Например, потому что я бы не смог этого сделать. Я никогда не смогу так поступить с кем-то. Возникали и другие вопросы. Популярным из них является одна из его жен, Айша, которой было 9 лет, когда они вступили в половые отношения. Очевидно, что в то время мусульмане поступали именно так. И очевидно, что Мухаммед совокупился с Айшой, когда ей было 9 лет. И это просто факт жизни. Я не знаю, как мусульмане живут с этим. Просто для пояснения, Коран воспринимается как прямое Слово Божье, а хадисы — это высказывания и учения Мухаммеда. Да, именно так это и понимается. Да, так что это почти как в Библии, в церковной традиции. Да. Это лучший способ объяснить католику. В самом Коране есть проблемы, но я бы сказал, что если и есть мусульмане, которые верят только в Коран, то они составляют совсем меньшинство, и они относительно миролюбивы, поскольку сам Коран, по большей части, это просто рассказы пророков. Когда же речь заходит о хадисах, изречениях или сборниках жизнеописаний Мухаммеда, то это не очень приятно, там все довольно плохо. Итак, после того, как твой друг бросил тебе вызов, это было одно из первых, к чему ты обратился, чтобы изучить? Да, я прочитал его в понедельник. Я помню это, мне потребовалась неделя, чтобы уйти из ислама. Я прочитал. Я открыл хадис в понедельник, и мне не пришлось пользоваться переводом. Я хорошо говорил по-арабски. И в Коране есть этот стих. Это был первый намек. И в нем говорится так. Давайте я произнесу его по-арабски. В Коране или хадисах? Ну, сначала стих в Коране. Там говорится: что дозволено вам в качестве жен и чем владеет ваша правая рука. Сейчас в английском языке это пытаются немного изменить. На заметку, никогда не доверяйте английской версии Корана или хадисов. Мы можем вернуться к этому позже. Но на английском они пытаются произнести это примерно так. О, это не то, что они говорят, но я знаю арабский. Так что же там говорится? Слово «владение правой рукой» в арабском языке означает «рабы». Поэтому в хадисе есть нечто, называемое «азбабин нузуль», что означает «причины для чтения» или «причины, по которым этот стих был ниспослан Богом». В общем, суть истории такова. Мухаммед и его армия окружают одну деревню. И эта деревня сдается. Это было время войны. И его спросили, что нам делать с женами и другими женщинами в деревне, у которых мужья погибли в войне. То есть они были замужем. Они были замужем за этими людьми. И мы на самом деле не хотим заниматься с ними сексом. Мы не хотим брать их в жены. И Мухаммед сказал, что им позволительно брать их в жены против их воли. И как только я это прочитал, я понял, что здесь сказано. Я знаю это высказывание. Как только я прочитал пояснение к стиху, я подумал: итак, вы нападаете на женщин, и вы хотите сделать с ними... Я не могу использовать это слово из-за цензуры, но вы понимаете, что они сделали? Они забирали кого-то против их воли. Это ужасно. Это самая отвратительная вещь в жизни. Когда ты сказал, что ознакомился с интерпретацией стиха, что это значит? Существует несколько комментаторов, которые называются тафсир, что просто означает «комментаторы». И самый известный из них — Ибн Кафир. И он, безусловно, самый популярный во всем мусульманском мире. И в Саудовской Аравии живущие там люди, они любят его. И он, вероятно, самый точный из всех. Он сравним со святым Игнатием Антиохийским, что-то вроде ученика. И он объясняет, что именно это и происходило. И он знает, потому что слышал рассказы людей, которые были в битве, и говорили, что именно так Мухаммед велел поступать в битве. И моим первым побуждением было чуть ли не блевать. Например, потому что я бы не смог этого сделать. Я никогда не смогу так поступить с кем-то. Возникали и другие вопросы. Самым популярным из них является одна из его жен, Айша, которой было 9 лет, когда они вступили в половые отношения. И люди могут сказать, что «О, это было другое время и в другом месте». С этим есть проблема. Во-первых, его зовут Рахматуль Аламин, то есть милость для человечества, Мухаммед, для всех времен и народов. Так что если он пророк Божий, это должно подходить для всех времен. Во-вторых, говорят, что она играла в куклы. А в исламе куклы запрещены, потому что в то время они выглядели как идолы. Но для нее было сделано исключение из-за ее возраста. Об этом говорится в хадисе. И в хадисе также говорится, что Айша была дочерью человека, которого звали Абу Бакр. Абу Бакр не был доволен этим браком. Это отец Айши. Да. Хорошо. Он был недоволен этим.
Еще был один из его сподвижников. Например, один из сподвижников Мухаммеда хотел жениться на его дочери Фатиме, которой было 12 лет, но он сказал, что она слишком молода для замужества. У меня нет с собой исторических записей, но в то время Византийская империя запрещала любые браки лицам младше 14 лет. То есть в то время, и у нас есть записи, это было неприемлемо. Даже в VI веке, например, в Аравии или Византии это было неприемлемо. Мусульмане отвергают то, что ты сейчас говоришь? То, что Айше было 9 лет? Нет, они не станут это оспаривать. Большинство мусульман скажут, что ей было 9 лет. Некоторые прямо солгут и скажут, что нет, ей было 18. Но те мусульмане, которые считают себя настоящими, просто скажут, что эти лгут. Но это совершенно очевидно, как в самом достоверном хадисе, где говорится, что он вступил в половую связь с ней в 9 лет. Ого. И их аргумент не в том, что ей, может быть, не было 9 лет. Их аргумент в том, что якобы в то время они взрослели быстрее, чем в наше время. Быстрее? Они взрослели быстрее. Они взрослели быстрее. Да, взрослели быстрее. То есть физически она была такой, как будто бы уже должна была достичь половой зрелости. Понятно. Хотя этот довод, по сути, полностью разваливается, потому что в Коране есть стих, в котором говорится, что вы можете вступать в брак, вы можете вступать в половую связь с кем-то, кто не достиг половой зрелости. Это говорится в Коране? Ну, там говорится, что если вы... На это есть явный намек. Понятно, не прямым текстом. Не прямым, но говорится, что если у вас есть сомнения, если ваша жена, например, от предыдущего брака беременна, подождите 3 месяца. Даже если у нее были менструации, или она больше не может менструировать, или у нее еще не было менструаций. В этом стихе говорится, что у нее еще не было менструации. Это в Коране? Да, это сура Аль-Талак, глава 65, стих 4. С этого начинается. И это относится к девушке, которая уже была замужем, но у нее не было признаков менструации. У нее не было менструации, да. Если вы боитесь, что она каким-то образом беременна, то подождите 3 месяца, даже если у нее не было менструации. Очевидно, что в то время мусульмане поступали именно так. И очевидно, что Мухаммед совокупился с Айшой, когда ей было 9 лет. И это просто факт жизни. Я не знаю, как мусульмане живут с этим.